Коллекция предметов, отражающих 60 лет истории Диснейленда, выставляется на торги в Калифорнии. Ее собрал голливудский агент. Желающие могут приобрести слоненка Дамбо, тележку гнома-скромника или поющую механическую куклу. Торги пройдут в конце августа, продолжит Сергей Берец. Голливудский агент Ричард Крафт и его покойный брат обожали семейные походы в Диснейленд. В память о тех счастливых днях Ричард четверть века собирал коллекцию предметов, связанных с парком приключений и его героями. Он стал обладателем 750 артефактов, в их числе летающий слоненок Дамбо, который в свое время служил гондолой карусели. Еще одно транспортное средство – автомобильчик жабы по имени Мистер Тоуд из мультфильма о его приключениях с Икабодом Крейном в поисках всадника без головы. Дамбо был подвешен к потолку у нас в гостиной. Представляете себе слона весом в 400 килограммов над головами? Любопытно отозвался о нем композитор Ричард Шерман. Он сказал, что это произведение искусства. Когда гондола не катает людей, для чего и была предназначена, она становится прекрасной скульптурой. Шерман написал музыку к нескольким диснеевским фильмам и для самого парка развлечений. По словам коллекционера, все это плоды трудов замечательных мастеров. Их руками созданы поющие механические куклы, пиратские корабли из фильмов о Питере Пенне, тележка гнома-скромника из «Белоснежки» и другие волшебные вещи. В течение месяца они будут представлены на бесплатной предаукционной выставке. Торги намечены на 25 и 26 августа, говорит аукционист Майк Ван Итон. Здесь найдутся предметы для каждого. Цены начинаются с $50. Но если говорить о картинах из «Дома с привидениями», то они могут стоить от 100 до 200 тысяч. Гондола Дамбо тоже может уйти за 100-200 тысяч долларов. Часть вырученных средств Ричард Крафт намерен пожертвовать 2 благотворительным организациям, помогающим детям. Одна из них финансирует исследование редкого генетического заболевания – синдрома Коффина-Сириса. При нем деформируются ногти, искажаются черты лица, замедляется умственное развитие ребенка. Этим недугом страдает 4-летняя дочь коллекционера Дейзи.